Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Успехи на передовой. В зоне специальной военной операции свой воинский долг выполняют бойцы сводного отряда «Ахмат». Расскажем в нашем эфире, в какой области и каких результатов достигли чеченские правоохранители. Социальная дегазификация. На сегодняшний день Чеченская Республика в лидерах по реализации президентской программы по бесплатной дегазификации. В Чеченской Республике активно реализуется программа по бесплатному подключению домовладения к голубому топливу. Как продвигается работа в этом направлении, узнавал наш корреспондент. Внедорожный досуг. Нет сомнений в том, что каждый, кто приезжает сюда, получает эстетическое удовольствие. В регионе прошел очередной джип-тур от Министерства туризма. Какие места посетили участники экспедиции, смотрите в этом выпуске. Жители республики продолжают выстаивать ночные молитвы за жителей сектора Газа. Коллективный намаз совершается одновременно в каждом населенном пункте. Жители просят Творца облегчить положение мусульман Палестины и выражают надежду на то, что справедливость будет восстановлена. Также в ходе своих дуа они просят о скорейшем возвращении с победой бойцов из зоны проведения специальной военной операции. Строительство новой мечети на 750 молящихся началось в селении Азамат-Юрт. На мероприятии по поводу начала строительства присутствовали советник главы Чеченской Республики, муфти региона Салах Хаджи Межиев, руководство администрации Гудермесского муниципального района, старейшины села и местные жители. Мечеть будет иметь современный дизайн и оснащена всем необходимым для комфорта прихожан. Стоит напомнить, главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым ранее было дано поручение выявить населенные пункты, где есть необходимость в постройке новых святынь. Все расходы на строительство взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. هو نعمتي وي حقاچن خلوش دال خاستن بخوي صنيق ايبن شق باقن خزش تيغان تي علقش تيغان تي حبا شولشو وي باچ رمضان عجينا موسو بوسو بني صراخه دقر ديل ريز خلاله دال ديكانس بيقم بويل وي مخنان ايمان عجين دال ديكانس بيقم بويل هر موخ خز بيقصر. Сводный отряд «Ахмат» под руководством Исхака Челаева и Исы Закриева активно демонстрирует свою высокую боеспособность на ответственном участке в зоне специальной военной операции. Бойцы действуют слаженно и оперативно, выполняя все поставленные перед ними задачи. Валентина Гусевская расскажет, как обстоят дела на передовой. Бойцы специального отряда «Ахмат» в Запорожской области безошибочно выполняют задачи на своих боевых позициях. Старший отряда начальник УВД Гудермесского района Исхак Чалаев и начальник УВД Серноводского района Иса Закриев прибыли в зону СВО, чтобы проверить боеспособность подразделения и убедиться в том, что у бойцов есть все необходимое. Рамзан Ахматович, специальная военная операция совместно с Юго-Восток Министерства обороны. Боевая задача выполнить тахадахки танду ахка дармула тантаен задач хилма яз полноценно чехка корю сводный отряд амуде дуто хадахкан дахка боа болой юг ахмат муса арси овар берси боевая задача выполнить яша энз масоман тахкуш что адох что. Первым пунктом был штаб сводного отряда, который работает в зоне ответственности батальона Юг-Ахмат Министерства обороны России. Также прибывшие проверили место размещения позиций бойцов. Руководители осмотрели окопы, укрепления и оценили общую обстановку на передовой. постоянно подготовки ещё почёт делан омарцаны моссе занятия ещё та хокумарки чембина дуй бешбу цаболчар посейден та хос хабехнаш позиция шкабу когда мук тренировки ещё
тахуант инал задач да мула чакьякшу чакьякалюхой. В завершении осмотра в штабе батальона руководители сводного отряда «Ахмат» и командир батальона «Юг» Ахмат Муса Иблаев наградили отличившихся сотрудников, отметив, что многие бойцы стремятся работать в отряде и гордятся тем, что им выпала честь защищать родину на самых ответственных участках боевых действий. Валентина Гусевская, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В Чеченской Республике активно реализуется президентская программа социальной дегазификации. В рамках нее голубое топливо бесплатно подводят к домам жителей. О том, какие успехи достигнуты в этом направлении и сколько людей воспользовались данной услугой с начала 2024 года, расскажет Амина Тупилагова. На сегодняшний день Чеченская Республика в лидерах по реализации президентской программы по бесплатной дегазификации. Такие высокие показатели – результат слаженной работы целой команды под началом руководителя субъекта Рамзана Кадырова. Социальная дегазификация – это объявленная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным федеральная программа, в рамках которой отменили плату за подключение от магистральной трубы до границ домовладения. Для участия в ней должны быть соблюдены 3 основных условия. Первое – населенный пункт газифицирован. Второе – голубое топливо нужно провести в жилой дом. И третье – дом – это капитальное строение. Если напротив каждого пункта стоит галочка, начинается работа. Умаева отпраздновали новоселье в ноябре 2023 года. Чтобы в их доме было тепло в этот холодный период, сотрудникам «Газпромгазораспределения» Грозный пришлось потрудиться, так как расстояние от магистральной трубы до их участка составляло около 300 метров. Мелла генер 300 метров цигардун хаялину. Са сложности это радамахиня сразу окчакта карахтар. Декоктер киехчу модель. Всему виной был газопровод, установленный ранее с нарушениями. Местами он уходил под землю, что является нежелательным. Благодаря заявке Умаевых данную проблему удалось решить не только для них самих, но и для соседей. В целом на улице Ахьядова проведены масштабные работы. В рамках социальной дегазификации нами на данной улице построен газопровод протяженностью 763 метра, а также заменен аварийный участок газопровода более 800 метров. В этом году мы планируем подключить 316 домовладений и построить более 20 километров газопроводов. Пользуясь случаем, хочу обратиться к населению с просьбой соблюдать требования безопасности при использовании газа в быту, использовать только сертифицированное оборудование и допускать слесарей по обслуживанию газового оборудования к выполнению ими работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования. С 1 марта 2023 года программа стала бессрочной. Только за прошедший год по городскому округу участниками программы стали 458 абонентов, а протяженность построенного газопровода составила 20 километров 400 метров. В 2024 году бесплатной дегазификацией уже воспользовались хозяева 18 домовладений. Амина Тупилагова, Абдурахман Хаджиев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. 45 любителей активного отдыха приняло участие в первом в этом году пешем походе. Они прошли долгий путь к Башен-Калинскому и Нохчи-Кейлойскому водопадам. По дороге их ждали красивые пейзажи чеченской природы, а в завершении вкусный пикник. В этом сезоне планируется около 10 пеших походов и столько же джип-туров. Помимо этого прокладываются новые тропы для развития данного направления. Популярность пеших походов набирает обороты в Чеченской Республике как у туристов, так и местных жителей. Ежегодно у нас вводится около 10 новых пешеходных маршрутов. Проводится работа между всеми субъектами СКФО. Кавказская тропа будет создана, которая будет протяженностью 2000 километров, начиная от Дербента, заканчивая Сочи. И вот часть, которая будет проходить через Чеченскую Республику, около 200 километров, мы будем в этом году разрабатывать. В регионе прошел очередной джип-тур по уникальным уголкам республики. Любители активного отдыха смогли увидеть впечатляющую природу и Тумкалинского района и другие прославленные места. Участие в нем приняли более 50 человек. Продолжит тур Палалит Айсумов. 20 автомобилей с 60 участниками собираются на старте. Очередной джип-тур по горным тропам республики начинается в Тумкалинском районе. Подобные туристические заезды проходят ежегодно. Их цель – дать участникам не просто прокатиться по пересеченной местности, но и насладиться природой.
Сейчас мы находимся на точке старта. Вскоре нас ожидают большие приключения, связанные с крутыми спусками, подъемами. Мы с нашим оператором готовы показать вам самые лучшие пейзажи высокогорного района Чеченской Республики. Не так ли, Моусер? Панорамные виды гор вызывают сильный восторг. Люди за рулем никуда не спешат, стараясь ничего не пропустить. Но так как это горы, главное соблюдать осторожность. Одна из достопримечательностей данной местности – это Аргунское ущелье. Здесь также открываются красочные виды, которые лучше всего лицезреть, находясь не в автомобиле, а, скажем так, проходя пешие маршруты. Но поскольку сегодня у нас именно джип-тур, то мы вынуждены довольствоваться тем, что можем узреть во время движения. Нет сомнений в том, что каждый, кто приезжает сюда, получает эстетическое удовольствие от красивых видов, которые особенно завораживают именно в зимний период, когда горы покрываются слоем льда и снега. Между маршрутом следуют остановки, где неизменно фотографии и видео на память. После проезда ущелья следующей точкой становится город мертвых Цой-Педе, а затем и еще одно селение у самой границы республики. Есть уже избитые, так скажем, направления. Это Грозный, Кизиной, Ведучи. Далее уже людям, кто один раз побывал в Чеченской Республике, хочет чего-то нового, они выбирают Биной, Галанчож, вот Мелхист, вот эти новые направления. Они популяризируются. Год назад только дали доступ сюда проезжать для любого туриста. Также сняли ограничения по погранзоне для иностранных туристов. Сейчас любой иностранец может и на Цой-Педе, и Мишей попасть без пропусков заранее. Поэтому с увеличением дорог, да, то есть тут туризм, он взаимосвязан с другими отраслями, с дорожниками, с транспортом. И мы каждый год вводим новые, около 10 новых маршрутов по Чеченской Республике. Самые отважные сбираются на башню с очень ответственными ступенями. Оттуда открываются особенно живописные пейзажи. В этом месте располагается селение Меши. Это самый близкий к границе населенный пункт. Отсюда открываются красивейшие места, которые завораживают природными красотами. Совсем недалеко, вот за тем горным хребтом, располагается граница Грузии в 5 километрах. Здешние выходцы постарались, чтобы боевые и полубоевые башни, что находятся здесь, были отреставрированы и продолжили украшать природу. Участники джип-тура, делясь впечатлениями, рассказывают, что предложение прокатиться они всегда принимают, не раздумывая, ведь это возможность отвлечься от ежедневной суеты, наслаждаясь незабываемой поездкой. Машалла, хазмет кшур. Ван вообще дахкут савалла. Вай вajrish qua wadul house чо хазмет тегю хара. Чо дигмет тегю садава метег бокуза ниек шдик докуза. Далее следует маршрут к Хайским водопадам. На фоне зимы вода здесь сильно промерзла, однако это нисколько не огорчает. Вкусный пикник приятно дополнил большой заезд. Люди провели отличное время, и многие захотят вернуться сюда. Летом красота завораживает не меньше. Турпа, Лолита Исумов, Моусер Хаджиев и Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Наш следующий сюжет о талантливом ремесленнике, который создает разнообразные изделия из дерева. Желание творить прекрасное стало его любимым делом и источником хорошего заработка. Сегодня он в силах реализовать любую идею заказчика. Как совмещаются новые технологии и древнее ремесло плотника, расскажет Мадина Кураева. Сначала мастер сам разрабатывает уникальный образ изделия на компьютере. Специальное оборудование автоматически вырезает созданный дизайн на деревянной поверхности. Далее ремесленник проводит необходимые отделочные работы вручную. Это шлифовка, лакирование, окраска и другие процессы. Сулим Хасиев научился деревообработке полгода назад. До этого работал ювелиром. Молодой человек признается, что с детства любит создавать уникальные изделия.
Изделия самые разнообразные. Здесь изготавливаются подставки и футляры для священного Корана, коробки для сладостей, вырезаются красивые надписи, декоративные элементы для интерьера и даже развивающие игрушки для детей. Любую идею заказчика в мастерской могут реализовать. Вот эти знаменитые копейники тоже изготавливаются в этой мастерской. Стоит отметить, что впервые эту идею в реальности воплотили именно здесь. По словам мастера, на тот момент они принимали по 200 заказов в день. Изделия создают из качественной деревянной фанеры. Это дуб, береза, сосна, липа. На изготовление, к примеру, этой подставки уходит 2 часа. За таким интересным процессом можно наблюдать в социальных сетях Сулима. Там он делится о работе мастерской, вдохновляя зрителей и показывая, что такое ремесло может стать источником дохода. Все клиенты довольны работой мастера. В основном сейчас у молодого человека заказывают подставки и футляры. И с каждым разом работа становится все прекраснее, делятся заказчики. Подставка, особенно качественная подставка от хорошего царя. Цердик буду регулировать лучше, так качество дикуцер. Обычно Коран охвата и раз клиент довольный хол. Сулим Хасиев, несмотря на молодой возраст, нашел ремесло по душе. Преданность своему делу и стремление к совершенству возвышают его деятельность до уровня благородного труда. Мадина Кураева, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.